Здравствуйте, я Кирилл Маль, продюсер программы «Клановые войны». И я расскажу вам о новой глобальной карте. Когда и почему возникла мысль о новой глобальной карте? Текущая глобальная карта ресурс своего развития уже полностью исчерпала. Мы в силу и архитектурных, и интерфейсных ее особенностей не можем развивать ее дальше, добавлять какие-то новые геймплейные фичи, сильно изменять и совершенствовать ее геймплей. То есть все, мы уперлись здесь в стену. Дальше мы двигаться не можем. Кроме того, она еще и недостаточно вместительна. Желающих туда попасть значительно больше, чем глобальная карта могла бы это позволить. И увеличить ее мы тоже, в общем-то, не можем. Все это приводит нас к неизбежному и единственно правильному решению. Нам необходима новая глобальная карта. Для кого предназначена новая глобальная карта? В отличие от своей предшественницы, новая глобальная карта будет предназначена для значительно более широких слоев клановой общественности. Произойдет это, во-первых, за счет увеличения количества провинций. Их будет намного больше, в разы больше, чем на текущей глобальной карте. А во-вторых, за счет изменения формата боев в ряде регионов глобальной карты. Будут целые области, где кланы будут сражаться не в формате 15 на 15 на технике 10-го левела, как это происходит на текущей глобальной карте, но также и в формате 10 на 10 на технике 8-го уровня и в формате 7 на 7 на технике 6-го уровня. Это будут отдельные регионы, где более высокие уровни техники допускаться не будут. Таким образом, на глобальной карте смогут играть кланы разного уровня развития, от начинающих до ветеранов. Что ждет новых игроков и опытных бойцов на обновленной глобальной карте? По сути дела, глобальная карта — это, в общем-то, платформа для проведения разного рода ивентов, кампаний и прочего рода мероприятий. Новая глобальная карта станет, в первую очередь, прекрасной ивентовой площадкой, где все кланы, вне зависимости от своего уровня, смогут попробовать свои силы и одержать, в общем, победу и выиграть достаточно ценные для себя призы. И это означает, что основным способом существования карты будет сезонная модель. То есть жизнь глобальной карты будет разбита на циклы, и в каждом из этих циклов будут происходить некие активности, по итогу которых будет определяться победитель. Продолжительность этих сезонов, а также ивентов и кампаний будет варьироваться от нескольких дней, может быть, от нескольких недель до нескольких месяцев. Насколько сильно изменится игровая механика? Игровая механика новой глобальной карты по сравнению с текущей глобальной картой изменится, я бы сказал, радикально. Можно будет играть на технике разных уровней. Для этого на глобальной карте появляются целые области. Мы называем их фронтами, надеемся, так их будут называть игроки, которые будут отличаться друг от друга в первую очередь допустимым для игры в них уровнем техники. На текущий момент мы предполагаем, что у нас будут фронты 3 уровней, предназначенные для игры на десятках, на 8-ках и на 6-ках. Второй важный момент заключается в том, что фишки, привычные многим игрокам текущей глобальной карты, уйдут в небытие. На смену фишкам приходят дивизии. Что такое дивизия? Дивизия — это, по сути, тоже своего рода фишка, но фишка неделимая. На территории любой из провинций глобальной карты клан может иметь только одну свою дивизию. В то же время общее количество дивизий в распоряжении клана, оно теперь количеством бойцов не ограничивается. Еще одно важное обновление глобальной карты 2.0 заключается в том, что теперь туда можно будет попасть не только через привычный игрокам стартовый турнир, но и новым альтернативным способом, не подразумевающим непосредственного участия в неких отборочных турах. Возможно, этот способ покажется игрокам непривычным, но он будет явно более простым и более доступным для абсолютного большинства кланов. То есть попасть на глобальную карту теперь будет и проще, и значительно быстрее. Но и самое главное нововведение глобальной карты следующего поколения — это новая клановая валюта, которую мы называем влияние. В отличие от золота, которые получают кланы с подконтрольных им провинций глобальной карты, влияние зарабатывается в боях. Причем в боях как на глобальной карте, так и вне ее, непосредственно в ходе вылазок в рамках игры в укрепрайонах.
что позволит кланам заранее готовиться к выходу на глобальные карты. Когда новая глобальная карта увидит свет? Я бы оценил степень готовности глобальной карты как достаточно высокую. Мы уже многое сделали, и то, что мы сделали, мы уже показывали на предварительных тестах клановым игрокам. В настоящее время мы подходим к открытому бета-тестированию глобальной карты, куда мы приглашаем всех клановых игроков World of Tanks. После того, как это тестирование будет проведено, и мы получим оценки, и мы узнаем точку зрения игроков на произведенный нами продукт, мы постараемся это мнение учесть в нашей работе. И вот когда мы все это проделаем, мы выпустим глобальную карту в релиз. Ну и в заключение хочется сказать, что мы находимся в самом начале пути. Для глобальной карты уже намечен наполеоновский план ее развития, и с каждым новым обновлением, с каждым новым патчем она будет становиться все интереснее и интереснее. Приходите, мы уверены, что вам понравится. Мир содрогнется от грохота тысяч орудий. Приходите, будет круто. Та-дам!